Межрегиональные учения по локализации и ликвидации сибирской язвы проходят недалеко от аэропорта Магаз при выезде из сельского поселения Троицкое. По легенде, эти две условные овечки погибли от какой-то болезни. Задача участников учений – определить точную причину гибели скота и, если подтвердится факт заражения сибирской язвой, предпринять все меры, чтобы локализовать заразу. Погибший мелкий рогатый скот обнаружил у себя в хозяйстве один из фермеров селения. По первым признакам врачи предположили, что это сибирская язва. Для более точной диагностики работники ветлаборатории забирают для исследования патологический материал. В таких случаях для пробы берут целое ухо погибшего животного, со стороны на которой лежал труп, и мозги. Все работы проводятся с соблюдением санитарных норм и в специальной одежде. Пока полученные пробы исследуют в лаборатории, сотрудники ветуправления ограничили доступ к месту происшествия. Предполагаемым эпизоотическим очагом определено место обнаружения трупов погибших овец. Это 14 квадратных метров и прилегающая территория площадью более 100 квадратов. Туда запрещается как проход людям, так и ограничен доступ животных. А все машины, которые пересекают эту зону, проходят санитарную обработку при въезде и выезде. Естественно, знаки, указатели, в которых запрещается стоп-контроль и проведение соответствующих ветеринарных мероприятий. Контрольный пост непосредственно. Контрольный пост, где имеется регистрация входных, выездных и транспорта, и лиц, которые обеспечивают эпизоотическое благополучие данной неблагополучной территории. Спустя некоторое время готовы результаты анализов. Предположения врачей подтвердились, и животные погибли от сибирской язвы. После сотрудники ветуправления сообщают об этом факте в правительство региона, администрацию сельского поселения Троицкое и Сунжинского района. Параллельно проходит утилизация трупов животных. Для этого на учение пригнали мобильный инсинератор, который при высоких температурах сжигает трупы, вместе с этим уничтожает болезнь. Межрегиональные штабные учения мы проводим регулярно. В прошлом году мы провели 2. Это по ящеру, это у нас было с Северной Осетией Алании совместно, и по африканской чуме свиней с Чеченской республики. В этом году у нас единственно остались региональные учения, там по гриппу птиц, по ящеру. Мы думаем тоже провести. Это уже региональные. Помимо работников ветуправления Ингушетии в учениях приняли участие и работники Минздрава, районной и сельской администрации, МВД, МЧС и Роспотребнадзора республики. Поскольку учения носят межрегиональный формат, ветеринарам помогали коллеги из соседних республик. Для оперативного решения вот таких очаговых возникновений это необходимо всем ветеринарным службам на территории России взаимодействовать, чтобы решить оперативно вот эту проблему. Такие учения, как я считаю, что нужны, потому что вот при вспышке какого-то заболевания нужны взаимодействия с другими регионами, с другими службами, чтобы и вот это мы отрабатываем. С каждым учением, бывают и у нас учения, мы их приглашаем, соседние субъекты. Это чтобы взаимодействие между службами было. В ходе тренировочных занятий участниками приняты меры по определению границ предполагаемого эпизоотического очага, наличию возможных инфицированных животных, вероятных источников и путей заноса возбудителя сибирской язвы. Считаем, что подобные мероприятия, поскольку они проводятся в каждом субъекте, мы должны обмениваться опытом, нарабатывать его и быть готовыми в случае возникновения чрезвычайной ситуации достойно отреагировать и купировать этот процесс. На мой взгляд, все было организовано хорошо, и теоретическая часть, и практическая работа, все проведено на достойном уровне, и ребята с честью отработали возложенные на них обязанности. Проведенные учения подтвердили готовность всех служб к выполнению комплекса мероприятий по предупреждению распространения, локализации и ликвидации очага инфекции в случае его возникновения. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.